Здравствуйте. На ТНВ «Время новостей Татарстана». О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Регина Ягудина. Татарстан сегодня накрыл сильнейший снегопад. Снег шел с самого утра и к полудню усилился и продолжается до сих пор. В течение дня поднимался ветер и начиналась метель. В утренний час пик город встал. Пробки достигли 9 баллов. Дороги, парковки и тротуары утопали в снежной каше. Коммунальные и дорожные службы были приведены в режим повышенной готовности. Снегопад в наш регион принес обильный южный циклон. Его влияние татарстанцы будут чувствовать и в ближайшие 2 дня. Но пик пришелся на понедельник. Подробнее Алия Сабирова. Такого сюрприза от погоды в самом начале праздничной недели казанцы точно не ожидали. Из окон не видно соседнего дома, машины сложно найти в сугробах. Кто все-таки выехал на дороге, застрял в 9-бальных пробках. Это максимально в этом декабре. На дорогах снежная каша, из-за чего скорость упала в 2 раза. Так, если все нормально, ехать 40 минут. А мы ехали чуть ли не 1,5 часа. В 2 раза уж, считай, больше. И не очищение, очень плохо. Народ все везде, везде пробки. Ночью на трассе М7 не было видно даже асфальта. Днем на Университетской автомобили не могли подняться в гору. Из-за такого хаоса движение на этом участке вовсе остановилось. Во дворах автомобили замело. Сверху снежные шапки по 15-20 сантиметров. Пешеходы пробирались через сугробы. Дворы вышли чистить сами жильцы. Конечно, очень тяжело идти. Снега очень много, поэтому немножко затрудняет ходьбу. Затруднено было движение к полудню. Работой дорожных служб водители недовольны. Не почищены. Ну, конечно, заносит. Аккуратней просто и все. Особо предприимчивые казанцы воспользовались снегопадом. Чтобы заработать от 2000 рублей, готовы почистить территорию частного дома. Еще накануне дорожные службы Казани перешли на усиленный круглосуточный режим. За ночь с улиц города вывезли почти 2500 тонн снега. За сутки использовали 1500 тонн противогололедных материалов. Сегодня с утра вышли люди, вышла техника на уборку снега во дворах. Снега много. Есть норматив в течение 6 часов после завершения снегопада произвести уборку, но если ждать, когда он закончится, то снегом все будет завалено, поэтому не ждем, снег убираем уже сейчас. Из-за непогоды в Казанском аэропорту сегодня задержали вылет рейсов в Иркутск, Дубай, Стамбул и Шарджу. Сесть в столице не смог один самолет, при этом сама воздушная гавань работает в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами. Это ФАП-82, предоставление напитков, питания и гостиницы. Просим пассажиров выезжать в аэропорт Казань заблаговременно, учитывая дорожную обстановку. Мощный снегопад синоптики объясняют активным южным циклоном. За ночь в республике выпало до 17 миллиметров осадков. Наибольшие значения в Чистополиярске – это 40% от месячной нормы. В то же время в Татарстане сохраняется аномально теплая погода. По словам специалистов, в течение дня должно выпасть еще столько же снега, а завтра циклон постепенно начнет отходить. В предстоящие сутки циклон будет постепенно отходить дальше на север. Мы окажемся в его тыловой части. Ночью еще сохранится небольшой, местами умеренный снег, но сильных снегопадов уже не ожидается. Днем завтра небольшой снег. Температура составит от -3 -8 градусов, а днем, значит, -1, -6. Ну и на дорогах вот снежные заносы, то, что образовались сегодня и образуются еще вечером и предстоящей ночью, все это сохранится. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Местами ожидается сильный ветер и метель с ухудшением видимости. Алия Сабирова, Ляйсен Саитова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня из-за погодных условий самолет со спортсменами волейбольной команды «Зенит Казань» на борту смог сесть в аэропорту лишь с 3-го раза. Наши ребята возвращались из Москвы. Накануне вечером они в 12-й раз в своей истории завоевали Кубок России по волейболу. «Зенит Казань» обыграл московское «Динамо» со счетом 3-1. Сегодня в аэропорту команду встретили наши корреспонденты. Первыми вышли Илья Федоров, Алексей Кононов, Дмитрий Волков. Капитан команды Артем Вольвич с трофеем в руках не смог сдержать своих эмоций. Готовились серьезно, как никогда. Титул все-таки, эмоции, самые положительные. Какие могут быть еще эмоции после завоевания титула? 29 числа мы играем в Оренбурге с местной командой, то есть
праздновать времени нету, поэтому готовимся еще к очередной встрече. Игра складывалась сложной, была тяжелой, видно по счету, по составляющей самой игры, поэтому от этого еще больше, наверное, удовлетворения, то, что мы смогли победить в сложном поединке против сильных игроков, против сильной команды. Идем за победами. Для нас каждый матч – это маленькая битва, а финальный матч – это огромная битва. И мы пытаемся показать свои лучшие качества именно вот здесь и сейчас. В своих социальных сетях спортсменов поздравил Рустам Минниханов. Он опубликовал видео с моментом триумфа команды «Зенит Казань» и подписал «Наши снова первые, гордимся». Раис Республики направил поздравительную телеграмму президенту волейбольного клуба «Зенит Казань» Равкату Контюкову, президенту Федерации волейбола Фариду Мухамедшину, председателю общества «Динамо» Азгату Сафарову и главному тренеру команды Алексею Вербову. Это блестящая победа, результат высокого личного мастерства каждого игрока и успешного командного взаимодействия, говорится в телеграмме. К поздравлению присоединился и председатель Госсовета, президент Федерации волейбола Фарид Мухамедшин. Он направил телеграммы руководителю администрации Раиса, председателю общества «Динамо» Азгату Сафарову и президенту волейбольного клуба «Зенит Казань» Равкату Контюкову. После триумфальной победы в Суперлиге и в Суперкубке России это уже третье чемпионство клуба в этом году. Завтра спортсменов будет чествовать Рустам Минниханов. Погода внесла свои коррективы и в проведение республиканской новогодней елки. Днем на представление пригласили ребят из районов. Однако часть автобусов в пути задержал как раз снегопад. Но без новогоднего праздника дети не остались, их дождались. Свои дела отложил и Рустам Минниханов, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом. О самом ярком празднике для детей Вероника Гайнудинова. На республиканскую елку в этом году пригласили рекордные 17 тысяч ребят со всего Татарстана. Татнефть-арена, конечно, всех их сразу вместить не может, поэтому сегодня два представления. Первое началось с задержкой. Из-за снегопада и пробок часть автобусов из районов не смогли добраться вовремя. Но на Татнефть-арене ждали всех ребят. Такое поручение дал Рустам Минниханов. Праздник не может начаться без главных гостей, сказал он. Ждал и сам. Начали только тогда, когда все места были заняты. Мы, взрослые, любим и гордимся вами. Аплодисменты вам. Мы стремимся сделать все, чтобы вы выросли счастливыми, умными, здоровыми и достойными людьми. В ваших руках будущее нашей Родины. Своими знаниями, трудом и талантом вы вносите свой вклад в развитие и процветание нашей страны и республики. Раис отметил, благодаря стараниям ребят в этом году Татарстан стал победителем конкурсов «Самый читающий регион» и «Регион добрых дел». Занял второе место по количеству медалей на чемпионате по профмастерству «Профессионалы» и в чемпионате «Обилимпикс». Рустам Минниханов был с детьми от начала до конца представления. Были отложены все дела, потому что, повторюсь, что главные гости нашего праздника – это дети, поэтому немножко сместилось по графику. Но так или иначе мы видим, что все дети довольны и получили яркие впечатления от представления. Главная тема республиканской елки – дружба и движение к своим мечтам. Ребята и сами участвовали в представлении. Они вставали и танцевали под зажигательные мелодии. В зале одаренные ученики, которые проявили себя в учебе, творческих конкурсах и спорте. Почти 10 тысяч приглашенных – это дети из семей участников СВО. Приехала второй раз. В том году тоже здесь была. Я выиграла чемпионат профессионала. Мой отец участник СВО, поэтому меня пригласили как ребенка участника СВО. На елке я еще не была, но мечтала, и выглядит очень грандиозно. Я занимаюсь футболом 4 года, выигрывали много кубков, были в финале республики. Я больше пою народные песни, и мне как бы нравится культура тоже. Мы придумали тот сценарий, который, как нам кажется, отразит главные ценности, которые перед Новым годом особенно ярко звучат. Это семейные ценности, это вера в чудо, это мечта. Так, в сказочный мир в первой половине дня попали дети из районов республики, а ближе к вечеру представление посмотрели казанские дети. После традиционно каждый получил сладкий новогодний подарок в виде символа Нового года – дракона. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
В ожидании представления на республиканской елке Рустам Минниханов успел встретиться с многодетной семьей Камашевых. Они победители конкурса «Успешная семья Приволжья». Алексей и Лия живут в селе Усады Высокогорского района. Воспитывают 9 детей, из них 5 приемные, есть свое хозяйство. Успевают заниматься и общественной работой. Родители, члены региональной общественной организации приемных семей Татарстана «Мы вместе». Дети – участники и призеры самых разных конкурсов – спортивных, литературных и музыкальных. С этого дня в республике начинает действовать особый противопожарный режим. Он вводится в период проведения новогодних и рождественских праздников для безопасности жителей. Для спасателей это самая горячая пора. С начала зимы в Татарстане в 2 раза выросло количество пожаров. Непростым выдался весь 2023. В этом году произошло больше 4500 пожаров. Это на 3% меньше, чем в прошлом. Но растет число погибших и пострадавших. В этом году огонь унес жизни 125 человек. На время действия режима запрещено использовать пиротехнику в пределах 500 метров от промышленных объектов и в пределах 30 метров от границ объектов с массовым пребыванием людей, частных и многоквартирных домов. По традиции запускать салюты татарстанцы смогут только в специально отведенных местах. По республике их более 1000. МЧС предупреждает, штраф за использование пиротехники в запрещенных местах увеличился вдвое. Рустам Минниханов сегодня встретился с журналистами федеральных и республиканских СМИ. Это традиционное мероприятие Раисы Республики в преддверии Нового года. Он подводит итоги года и подробно отвечает на вопросы представителей масс-медиа. В этом году Рустаму Минниханову задали десятки вопросов. В основном они касались экономики региона, помощи участникам СВО, была и международная повестка, в том числе подготовка к саммиту БРИКС. Возможность задать свой вопрос Раису получили и жители Татарстана. Итоги года с Рустамом Миннихановым подведет Рамиль Галиулян. Раис Республики сегодня с рабочим визитом находится в Азербайджане. Сегодня в зале Рустам Минниханов и представители федеральных и республиканских СМИ. На большом экране сюжеты о главных событиях года в Татарстане. Многие из них от журналистов ТНВ. Даже не верится, что все это было в этом году. Одна из важнейших тем года – СВО. В 2023-м у Татарстана, кроме Лисичанска, появился второй подшефный город на Донбассе – Рубежное. Республика теперь восстанавливает инфраструктуру 2 городов ЛНР. Регулярно отправляются гуманитарные грузы. Каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействовано в той или иной степени на программу поддержки, гуманитарной помощи. Весь оборонно-промышленный комплекс полностью выполняет те задачи, которые ставятся верховным главнокомандующим. И это в условиях острого дефицита кадров в разных отраслях экономики и рекордно низкого уровня безработицы. Вы уже много лет ставите такую важную задачу – подготовку инженерных кадров. И сегодня на пути к технологическому суверенитету вы будто предвидели эту сегодняшнюю повестку, так скажем, ситуацию, наблюдается тотальный дефицит рабочих рук. Есть и отток трудовых мигрантов. Вот в связи с этим вопрос, как в республике собираются решать проблему кадрового голода и на какие отрасли вот этот отток трудовых иностранцев повлиял сильнее всего? Мы республика не туристическая, у нас хотя там много туристов достаточно к нам приезжает. Мы республика промышленная. В Казани-то у нас есть базовые серьезные вузы, как КАИ, как КХТ, как энергетические. Но нам важно еще те предприятия, которые находятся, Альметис – это столица нефтяников, Нижнекамск – столица нефтехимиков, КАМАЗ – это столица автомобилестроителей, чтобы больше были ближе к этим производствам. Они учатся, а потом приходят на производство и понимают, что многих компетенций у них еще не хватает. Говоря о достижениях республики, Раис особо выделил открытие трассы М-12. Скоростная автомагистраль протяженностью 810 километров сблизила 2 столицы – Москву и Казань, соединив 5 регионов страны. Кроме развития территории, это поддержка экономики, огромная поддержка. Ощущения такие, что на одном дыхании, это огромный подарок. Если у вас есть желание поехать в Москву, вы подумайте, нужен ли вам поезд или самолет. Еще одна победа Татарстана – включение обсерватории КФУ в список ЮНЕСКО. В ходе текущей ситуации, когда все международные организации, практически все, в принципе, отвернулись от России, за счет чего у нас такое плотное сотрудничество с ЮНЕСКО.
Я думаю, что большой авторитет нашего первого президента. Он посол ЮНЕСКО, Митин Шарипович, и с этим не считаться невозможно. И это большая победа нашей страны. Как подчеркнул Рустам Минниханов, и следующий год не менее ответственный. Впереди выборы президента страны, традиционный Казан-форум, игры будущего и международный саммит БРИКС. Как идет подготовка, спросили Раиса онлайн. Я уверен, что мы достойно летом и соревнования спортивные стран БРИКС проведем. И, конечно же, достойно встретим глав государств и членов, и участников этого большого форума. По видеосвязи обратилась и победительница Обилимпикс Азалия Ефарова. Рустам Минниханов поддержал ее идею стать наставницей для таких же талантливых ребят. Казанские дети благодарят Раиса Республики за исполнение новогоднего желания – встречу с хоккеистами Акбарса. Спасибо. Спасибо. Встреча с Раисом Республики длилась около часа. Исполнение новогодних чудес Рустам Минниханов пожелал и всем журналистам. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань. Новогодняя неделя началась с признания заслуг и талантов татарстанцев. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды. Эта церемония за несколько дней до праздника особенная и статусная. Каждый из вас своим трудом и талантом заслужил признание, подчеркнул сегодня Раис Республики. Нефтяники, строители, медики, духовенство, участники специальной военной операции. В зале 53 человека, в их числе и наш коллега. Кто они, татарстанцы, получившие высшее признание, расскажет Рамиль Шайдуллин. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. В зале Пушечного двора Казанского Кремля как никогда торжественно. Сегодня для этого особый повод. В преддверии Нового года награждают татарстанцев, наиболее отличившихся в уходящем году. Инженеры, педагоги, военные, артисты и ученые. Каждый стал лучшим в своей сфере. Сегодня Татарстан – опорный регион Российской Федерации. Республика реализует масштабные инвестиционные, социально-экономические и инфраструктурные проекты. В текущих условиях нам удалось обеспечить рост основных экономических показателей. Безусловно, свой значимый вклад в развитие нашей республики вносит и каждый из присутствующих в этом зале. Большое вам спасибо. Бигзур Рахмат. Козлов Сергей Дмитриевич. Сергей Козлов – директор Казанского института прикладной оптики. Его коллектив буквально создает глаза наших космических сил и авиации. За последние 2 года они смогли удвоить количество выпускаемой продукции. За это федеральный орден почета. Мы счастливы и горды тем, что наши разработки, наша продукция помогает нашей армии, нашим воздушно-космическим силам одерживать победы и защищать нашу Родину. Президент волейбольного клуба «Зенит Казань» Равкат Контюков награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Под его началом команда в этом году выиграла Суперкубок и Суперлигу, а вчера завоевала 12-й в своей истории Кубок России по волейболу. Конечно, это заслуга общая. Вместе с волейболистом, тренерским составом, врачами, дирекцией клуба. Я хочу, считаю, это моя награда, это для всей команды, для нашей. В зале участники специальной военной операции. Рядовые ефрейторы и офицеры из Татарстана награждены медалями ордена за заслуги перед республикой. Это награда, заслуга и наших отцов-командиров, и всех воинов Татарстана. Огромное спасибо жителям, правительству и лично Раису нашей республики за вашу поддержку. Вместе мы сила, мы победим. Слава России! В зале и доблестные воины, и руководители предприятий, и простые рабочие. Николай Герасимов – токарь Казанского моторостроительного объединения. Больше полувека в профессии и на одном предприятии. Сегодня он стал заслуженным машиностроителем России. Особо не стремился к этому. Я просто работал. Все, что требуется от меня. Все выполнял. Вот так. Их называют гордостью республики, но сами они скромно считают, что просто выполняют свой долг. Кто-то в больнице, кто-то в строительстве, кто-то на сцене, в кадре или даже на поле боя. Но каждый из них, замечает здесь, вносит бесценный вклад в общее развитие республики, да и всей страны. Авязов Рустем Юнусович.
Орденом дружбы награжден бессменный руководитель Казанского камерного оркестра «Ла Примавера» Рустем Абязов. Говорит, это лучший стимул работать дальше. Очень много сейчас работаем, прямо очень много. И ездим по стране, и в Казани много работаем. Поэтому для нас это вот такой очень знаменательный. Мы с удовольствием его провожаем и с большой надеждой ждем следующего года. Звание народного артиста республики получил актер Камаловского театра Олег Фазылзянов. На сцене 33 года. Народ же дает это. От этого и исходит, что народ знает, значит, он что-то сделал. Для меня это большая честь. Спасибо за то, что увидели мое творчество. Паргулину Радику Нуриславовичу. Сегодня весь наш коллектив радуется за коллегу. Звание заслуженного работника печати и массовых коммуникаций получил продюсер новостей Татарстана Радик Фархулин. В профессии он четверть века. Благодаря его труду и работоспособности зрители нашего канала всегда держат руку на пульсе новостей. В этой награде есть и частичка труда каждого моего коллеги. Мы все делаем одно дело. И я очень счастлив, и я благодарен, что мы все делаем одно дело, делаем его для зрителей. Я всех ребят благодарю, каждого, и в отдельности говорю спасибо. Я признателен телеканалу ТНВ, и я благодарен Всевышнему, что я здесь и сейчас. Высшие награды республики и страны сегодня получили 53 татарстанца. Как отметил раис республики, каждый заслужил признание своим трудом и талантом. Рамиль Шайдуллин, Дальмин Дубаев, ТНВ, Казань. В России продолжается выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах. По последним данным Центра избиркома страны заявление подали 29 человек. Со своими представителями определились все парламентские партии. От КПРФ будет Николай Харитонов. Новые люди выдвинули Владислава Дованкова, ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее «Единая Россия» и «Справедливая Россия» поддержали выдвижение Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец, и сейчас его сторонники собирают подписи. Для этого в том числе и в Татарстане открылся региональный штаб. Сегодня поставить свои подписи в поддержку действующего президента пришли хоккеист Данис Зарипов и руководитель татарстанской юнармии Александр Бородин. Данис на этих выборах доверенное лицо Владимира Путина. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта следующего года. За эти годы, которые я здесь знаю уважаемого и дорогого мне Владимира Владимировича Путина, он является защитником нашей Родины, России. Самое, наверное, главное и важное – это его внимание ко всем спортсменам, поддержка, и он очень много делает для развития спорта. Сбор подписей в поддержку Владимира Путина проходит в разных городах Татарстана. Сегодня в Нижнекамске волонтеры штаба работали в одном из торговых центров. До конца января самовыдвиженцам по стране нужно собрать 300 тысяч подписей. От республики может быть передано не более 7,5 тысяч. Ведущих инженеров республики, победителей республиканского конкурса «Инженер года» сегодня поздравил Алексей Песошин. Премьер республики отметил, Татарстан – один из ведущих российских промышленных регионов. И в 2019 году в целях обеспечения общественного признания профессии инженера при поддержке Рустама Минниханова учрежден одноименный конкурс. В нем принимают участие как молодые, так и опытные инженеры. В этом году за звание «Инженера года» боролись 339 представителей из 68 предприятий и вузов. Я уверен, что конкурсанты, победители конкурса внесут достойный вклад в развитие производственного потенциала тех организаций, которые они представляли, укрепление конкурентоспособности, обороноспособности, независимости нашей страны. Я хочу поздравить победителей с победой, а всем пожелать успехов в новом году. Более 9 тысяч крупных мероприятий прошли в республике в год национальных культур и традиций. Татарстанцы более 84,5 миллионов раз посетили организации культуры. Итоги года сегодня подвела министр Ирада Аюпова. Одним из ярких событий стал конкурс «Культурная столица». Творческие презентации районов прошли на 13 площадках Казани. Так, муниципалитеты провели ярмарки ремесел, показали свои национальные реликвии и туристические маршруты. Проект возрождения эпос в современном прочтении запомнился 2 спектаклями. И это
И «Дольше века длится час» Чингиза Айтматова и Кысай Юсуф Кулгали. По национальному проекту «Культура» отремонтировали 13 ДК, построили 8, обновили музыкальную школу в Нижнекамске, 4 музея в Бавлинском районе и многое другое. Почти 5000 специалистов повысили свою квалификацию. На самом деле национальный проект, он стартовал, первое мероприятие, в 2019 году. И его задача была отнюдь не для того, чтобы вот у нас сформировался список учреждений культуры, которые нужно отремонтировать. Вы знаете, что у нас программы капитального ремонта клубов были и до этого, да, строительство клубов. Мы даже, может быть, сейчас меньше делаем, чем там планово 45 в 2011 году и так далее. Но основная задача была формирование иных подходов к строительству инфраструктуры учреждений культуры. Так, в 2024 году маленьких татарстанцев хотят вовлечь в культуру. По проекту «Дети детям» юные экскурсоводы смогут работать со сверстниками. Школьным театрам предложат профессиональные площадки. С 1 февраля в Татарстане запустят семейный абонемент. Посетить 2 музея и 1 театр родители с детьми смогут по льготной цене. В апреле Татарстан станет площадкой для всероссийского проекта «Музейные маршруты». А в мае в Казани пройдет Большой библиотечный конгресс. На культурном форуме Владимиру Владимировичу был задан вопрос, что будет с национальным проектом «Культура». И он сказал, мы все равно придумаем продолжение. И неважно, как он будет называть форум, нацпроект. Вот вы найдите страну, где есть такое внимание к отраслям, не имеющим отношения к экономике. Татарстан сегодня простился с народным артистом республики Искандером Бектагировым. Его не стало на 73-м году жизни. Родные, коллеги, друзья простились с певцом у мечети Аль-Марджани. Свою карьеру Искандер Бектагиров начал в хоре государственного ансамбля песни и танца. Затем стал солистом-вокалистом эстрадного отдела татарской филармонии. На сцене он почти полвека. За эти годы в его исполнении татарские народные напевы получили новое звучание. Наиболее популярными стали песни «Аль-Люке», «Зиляйлюк», «Тугантель» и другие. Он исполнял песни на русском, узбекском, таджикском, казахском, турецком, арабском языках. Похоронили народного артиста на кладбище Курган. Искандер Бектагиров радовал своих слушателей своим прекрасным, красивым тембром, своим народным исполнением, своей мелизматикой. И очень много забытых народных песен он снова им дал жизнь, он вернул своему народу. Был неповторимый голос. Его голос ни с кем никогда не спутаешь. И он был очень молодой душой. И никогда он не отказывался от вечеров, от концертов. Его место была сцена. Как вокалист, как человек творчества, он был неординарен, он был своеобразен, у него был свой почерк по жизни. Он соответствовал законам, канонам сцены. Детская сыроварня, ткацкая и чайная фабрики, мультипликационная студия и другое. Накануне Нового года фонд «Ак-Барс Созидания» провел встречу с юными предпринимателями, воспитанниками социальных учреждений республики. Они уже 2 года помогают ребятам осваивать ремесла, тем самым получать профессию. Инклюзивные ткацкие мастерские, пекарни и сыроварни. Это выставка изделий юных предпринимателей, ребят из социальных учреждений республики. Это травяной чай, он полезный, мы его собираем своими руками в нашем лагере. В нашем приюте открылось детское ателье «Ласка», в котором мы обучаем воспитанников швейному делу. На выставке представители сети учебно-производственных мастерских при детских домах, интернатах и приютах. Организатор – благотворительный фонд «Ак-Барс Созидания». Проект предпрофильной подготовки реализуется с 2021 года для создания социальных лифтов подросткам, нуждающимся в поддержке. Если на первом этапе ребята обучаются производить качественную продукцию, то на втором этапе ее реализовывать. К примеру, детское ателье уже получает заказы на пошив шоперов, спецодежды в своем районе. Очень важно для детского социального предпринимательства, конечно, еще и то, что ребята, обучаясь, могут себе уже получить профессию на будущее, путевку в
жизнь. Мы понимаем, что сегодня в условиях дефицита кадров в пищевой промышленности, в легкой промышленности, в сфере гостеприимства действительно нужны руки, которые умеют презентовать, умеют работать. В завершение для всех участников фонд организовал концерт и поздравил с Новым годом. Акбарс Созидания планирует и дальше развивать подобные мини-производства в социальных учреждениях по всей республике. Новогодний праздник для детей и своих работников подарил Таиф НК. Компания организовала сразу несколько елок. Вместе с казанскими артистами ребята пели, танцевали, играли и даже спасали главных новогодних героев. Яркое световое шоу, забавные герои и зажигательные танцы. И все происходит на волшебном чердаке дома, куда случайно попали Настя и Артем. Новогоднее чудо, говоришь? Так вот оно, перед тобой. Здесь они встречают сказочных героев и спасают Новый год. Эту историю артисты из Казани специально привезли для детей работников Таиф НК. Мне в этом представлении понравилось больше всего то, что артисты были очень нарядные, красивые. Мне понравилось, как мы сегодня веселились, как сегодня играли вместе. Кто там был сегодня на шоу? Расскажи, кого ты запомнила? Дед Мороза, Снегурочку и Снеговика. Новогодние елки для детей-работников нижнекамского предприятия – добрая традиция. С каждым годом они становятся содержательнее и масштабнее. В этот раз на праздник пригласили 3000 детей и их родителей. Кто нам больше всего понравился? Дед Мороз нам больше всего понравился. Считаю, что нужно устраивать такие мероприятия. Это сближает и родителей, и детям очень нравится. Как елки можно не проводить? Это наше детство. Я сама с удовольствием отвечала, и играла, и кидала снежки. Таиф НК организовал сразу несколько таких елок для детей разных возрастов. Для самых маленьких программа с артистами, для старших дискотека под современные песни. Каждый получил сладкий подарок и, конечно, волшебное настроение. От всей души хотим поздравить всех сотрудников Таиф НК и их детей с Новым годом! С новым счастьем! Алия Хайрудинова, Алена Струминская, Рамиль Гарипов, ТНВ, Нижнекамск. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дахате. До встречи в 21:30. Здравствуйте! Исянмисыз. В Татарстане температура остается комфортной, осадки не прекращаются. Подробнее через пару секунд. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан запускает цифровой психологический сервис поддержки молодежи. Набери help-online-rt.ru и получи бесплатную квалифицированную помощь психолога в режиме онлайн. Выход есть всегда, помощь рядом. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Балтаси будет облачно. Снег и мокрый снег. Температура днем -3, ночью от -4 до -5. В Буинске, Дрожжаном и Камском устье тоже пасмурно. Во всех районах пройдет снег. Днем и ночью 3-4 градуса мороза. В Чистополе, Аксубаево, Мамадыше облачно. Снег повсеместно. 3 градуса ниже 0 днем и 4 градуса мороза ночью. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Актаныше здесь также облачно. Осадки в виде снега. Днем до -3, ночью до -4 градусов. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах тоже осадки. Температура в течение суток -3, -4. Много осадков и в туристических городах нашей республики. В Свияжске облачно, снег. Температура днем -3, ночью -4 градуса. В Болгаре примерно такая же картина. Пройдет снег, будет такая же погода. Днем 3 градуса, ночью 4 градуса мороза. В Елабуге -3 градуса днем и -4 ночью. Здесь также обещают снег. В Казани будет пасмурно. Пройдет снег и мокрый снег. Температура днем 3, ночью 4 градуса мороза. Давление ниже нормы. Оно составит 738 мм ртутного столба. Ветер юго-западный умеренный. Влажность остается высокой, 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи.